أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху Все Сотворившему и предопределившему состояние бедности и богатства для своих рабов. Хвала Аллаху, ниспославшему воду, являющуюся причиной изобилия всего. Я восхваляю Его, дающего вознаграждение покорившихся Ему и предающего забвению ослушавшихся Его. Он знает о том, что находится на небесах и на земле, и не утаится от Его взора муравей, ползущий во тьме ночи. Восхваляют Его имя небесный свод и звезды, находящиеся в нем, и реки, и рыбы, обитающие в них, и земля с ее жителями, и моря с их обитателями. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их прославления. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Один Он и нет у Него сотоварища. И нет равного Ему. И я также свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник, Его возлюбленный избранник, лучший из всех Его творений, доверенный Его откровений, которого Господь послал милостью для всех миров и доказательством истины для своих творений. И да благословит Его Аллах и приветствует до тех пор, пока Его восхваляют благочестивые верующие, и до тех пор, пока день и ночь сменяют друг друга. Мы молим Всевышнего сделать нас самыми благочестивыми людьми из уммы пророка Мухаммада и в судный день воскресить нас вместе с его посланником в одной группе. А затем, уважаемые братья и сестры, я благодарен Всевышнему за то, что Он предоставил нам сегодня возможность собраться здесь, в одном из своих домов, и молю Его сделать нас из числа тех, кого окружают ангелы, и кого покрывает милость Аллаха, а также оказаться среди тех, кем хвалится Он. Я взываю к Нему сделать нас из числа тех, кому после сегодняшнего расставания ангелы скажут: «Вставайте, Аллах простил вам ваши грехи». Ведь поистине для Аллаха нет ничего невозможного. Уважаемые братья и сестры, сподвижник пророка Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, все время призывал свою мать к исламу, но она отказывалась его принять. И в один из дней я настойчиво призывал ее к исламу, и она рассердилась, и затем сказала о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, неподобающие слова, после которых Абу Хурайра опечалился и заплакал. Он пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, помолись же Аллаху, чтобы он наставил на прямой путь мать Абу Хурайры». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднял руки и сказал: «О Аллах, наставь на прямой путь мать Абу Хурайры, наставь на прямой путь мать Абу Хурайры, наставь на прямой путь мать Абу Хурайры». Затем Абу Хурайра удалился, радуясь молитве пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И когда он пришел домой, открыл дверь, его мать вышла к нему, уже искупавшись, и произнесла слова: «Я свидетельствую, что нет достойного для поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник». На этот раз Абу Хурайра вернулся к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, плача от радости, и сказал: «О посланник Аллаха, возрадуйся! Аллах принял твою мольбу. Проси же у Всевышнего, чтобы Он внушил в наши с ней сердца любовь к людям и внушил любовь к нам в сердца людей». Затем Абу Хурайра сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднял свои руки к небу и сказал: «О Аллах,
Привей любовь этого твоего раба и его матери в сердца других верующих, и внуши в их сердца любовь к другим твоим верующим рабам. Абу Хурайра сказал: «И клянусь Аллахом, после этого дня, кто бы не встретил меня из числа верующих или слышал бы обо мне, то непременно возлюбил бы меня». Нет ничего удивительного, братья и сестры, в том, что Аллах принял мольбы своего пророка, ведь он его избранный. В другом хадисе говорится, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся на мимбар, как вдруг в мечеть вошел один бедуин, и вместо того, чтобы сесть и слушать проповедь, он стал громко кричать. Просто представьте себе эту картину. Люди сидят, тихо слушают, а он громко кричит: «О, посланник Аллаха! О, посланник Аллаха!» Значит, этот человек принес с собой что-то очень важное, что-то, что не требовало отлагательств, раз не мог он сесть и подождать, пока не закончится проповедь, а затем поговорить с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в спокойной обстановке. Нет, этот человек от сильной нужды не мог ждать до окончания проповеди и начал кричать: «О, посланник Аллаха! О, посланник Аллаха!» И тут посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прервал свою проповедь и спросил: «Что случилось? То есть, что такого важного у тебя могло стрястись, ради чего ты нас отвлек?» И бедуин сказал: «О, посланник Аллаха, наше имущество пропало, а дети голодают. Нет дождя, нет посева. Высохла земля, и наш скот умирает. О, посланник Аллаха, обратись же к Аллаху с мольбой за нас, чтобы Он послал нам дождь». И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднял свои руки к небу и стал взывать: «О Аллах, не спошли нам дождь! О Аллах, напои нас! О Аллах, напои нас!» Анас, передатчик хадиса, сказал: «Я поднял голову и посмотрел на небо, и клянусь Аллахом, небо было словно прозрачное стекло. Стояло обжигающее солнце. Не было ни туч, ни облаков. Но не успел еще пророк, да благословит его Аллах приветствует, обратиться с мольбой, как собрались тучи, подобные горам. И не успел он, да благословит его Аллах приветствует, опустить свои руки, как капли дождя катились по его бороде». И опять же, дорогие братья и сестры, нет ничего удивительного в том, что Аллах ответил на мольбы своего пророка, так как он, да благословит его Аллах приветствует, его посланник, а до него, да благословит его Аллах приветствует, к Аллаху также взывал и Нух, мир ему, 3 фразами: «О мой Господь, меня одолели, помоги же мне». И что же сделали эти 3 фразы? Эти 3 фразы сотворили чудеса. Мы открыли врата неба, откуда стала изливаться вода, и разверзли землю, из которой забили ключи. Воды небес и земли слились для дела, которое было предопределено. Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей. Представьте себе, всего 3 слова: «Меня одолели, помоги мне». Теперь давайте посмотрим. Всевышний Аллах принимает мольбы и просьбы только своих посланников, или же от всех людей в целом? И если мы просим о чем-то у Аллаха, ответит ли Он на наши дуа? Почему бывает очень часто так, что мы молим Его и не находим ответа? Где же упущение? На земле или в высших измерениях? Где ошибка? Заключается ли она в том, что мы сами не умеем просить у Всевышнего, или же наши мольбы не несут никакого смысла? Давайте рассмотрим эту тему, поделив ее предварительно на 4 части. Первым делом, мы должны иметь для себя четкое представление о том, что мольба является в сущности своей ничем иным, как поклонением. И не заострять свое внимание на том, ответит ли Аллах на наши мольбы или нет. То есть это не должно нас беспокоить. Ведь Всевышний Аллах говорит: «Сказал ваш Господь». Да, наш Господь. Что ты нам приказываешь? Мы твои рабы. Приказывай, что хочешь. Взывайте ко мне. Если мы попросим у тебя, то что ты нам сделаешь? И я отвечу вам. И сказал ваш Господь: «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Значит, могущественный Аллах повелел нам, сказав, взывать к Нему, и обещал нам, сказав, «Отвечу вам». Так выполняйте же то, что велено вам, и не думайте о том, выполнит ли Аллах свое обещание. Иной раз, когда ты спрашиваешь некоторых людей: «Почему вы не делаете пожертвования беднякам?», они отвечают так: «А даже если я дам, откуда мне знать, примет ли Аллах это у меня или нет?» Дорогой брат, не надо думать о том, примет ли это Аллах или нет. Ты делай, что требуется от тебя, а остальное оставь Аллаху. И помните,
что вы имеете дело с наищедрейшим Господом, который проявляет к вам милосердие больше, чем ваши родные мать и отец. Или же спросишь другого: почему ты не постишься по понедельникам и четвергам? Он ответит: а вдруг я буду поститься в такую жару, устану, а Аллах, может быть, не примет мой пост? Дорогой брат, не думай о том, примется твой пост или нет. Делай то, что тебе велено, и помни, что вы имеете дело с наищедрейшим Господом. И таким же образом поступайте с вашими мольбами. Вам велено взывать к Нему. Взывайте. Что же касается относительно того, и я отвечу вам, то раз Всевышний обещал, не думайте об этом, ведь Ему ничего не стоит ответить на ваши мольбы и выполнить нашу нужду. Взывайте ко мне, и я отвечу вам. В другом месте Священного Корана Всевышний Аллах говорит: у Аллаха самые прекрасные имена, такие как Раззак, дающий, Ситтир, прикрывающий, Аш-Шафий, исцеляющий. Так зачем же ты нам напоминаешь о своих именах? У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их. То есть скажи: о прикрывающий, скрой мои прегрешения, о создающий блага, даруй мне блага от Тебя в изобилии, о исцеляющий, излечи меня или моего больного, о прощающий, прости мне, у Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их. В следующем аяте Всевышний Аллах говорит: если мои рабы спросят Тебя обо мне, то ведь я близок. Да, близок, и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Также он говорит: скажи, мой Господь не стал бы обращать на нас внимание, если бы не ваши молитвы. То есть Аллах не интересовался бы вами и не беспокоился бы о вас, если бы не ваши молитвы, которыми вы взываете к Нему в своих земных поклонах, или по ночам, во время болезней, или в бедности и нужде. И если бы не эти дуа и мольбы, Аллах не обратил бы на вас внимания. Он также напоминает нам об участи народов, позабывших Его, сказав об этом так: они предали забвению Аллаха, и Аллах предал их забвению. Что значит забыли про Аллаха? Так что же значит забыли про Аллаха и не приближались к Нему? Давая пожертвования, забыли о Нем и не просили Его уберечь их от бед и несчастий. Забыли Аллаха, и каковым был результат? Он забыл их и не отвечал на их мольбы. Не посылал им милость во время поклонений, и это стало последствием их забвения. Но если ты из числа тех, кто взывает к Аллаху, то должен быть таким, как сказал Всевышний: «Поминайте меня, и я буду помнить о вас». Значит, первое, что мы должны помнить, что взывать к Аллаху нужно всегда и во всех обстоятельствах. Знай, что дуа — это поклонение, и не раздумывай о том, принимается ли наша мольба или нет. Во-вторых, в хадисе, приведенном у имама ат-Тирмизи, говорится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждому, кто обращается к Аллаху Всевышнему с мольбой, он непременно дарует одно из трех». То есть, кто, например, просит у него: «О Аллах, излечи моего больного», или «Уплати мои долги», или «Пошли мне достойную работу», «Помоги мне жениться», любой, кто молит его о чем-либо, получит одно из трех, как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Либо на его мольбу ответ будет дан уже в этой жизни, как, например: «О Аллах, излечи моего больного ребенка», и он излечит ему ребенка. Или «Уплати мои долги», и он уплатит долги этого человека. «Пошли мне пристойную работу», и Аллах даст ее ему. «Убереги меня от зла такого-то притеснителя», и он бережет его. Значит, или Всевышний отвечает на мольбы человека сразу, или он отвратит от него зло, равное тому, о чем он просит. Например: «О Аллах, излечи моего больного сына». Мольба этого человека об излечении поднимается на небеса в то время, как было предопределено этому ребенку умереть от данной болезни. И тут мольба перехватывает данную участь, задерживая ее, и не дает дойти до земли. Некоторые из нас иногда говорят: «У меня больной ребенок, и я уже целый месяц прошу Аллаха излечить моего больного сына, а он как будто не слышит мою просьбу». Это совсем не так. Твое дуа помогло тебе, но ты сам даже не знаешь об этом. Если бы не это, твоего сына, может быть, уже давно не было бы в живых. Поэтому будьте осторожны, когда вы говорите: «Нет пользы от моей мольбы». Или, например, вы просите у Всевышнего оградить вас от такого-то деспота, не повинующегося и не боящегося Аллаха. Ваша дуа поднимается и задерживает ту беду, которая должна была случиться с вами от рук этого притеснителя. А вы с разочарованием говорите: «Сколько времени я уже прошу у Аллаха оградить меня от зла этого несправедливого человека, а он не отвечает на мою мольбу». Я говорю вам, что вы не правы. Аллах уже ответил вам, но вы даже не знаете об этом. Может быть, если бы не мольба, то его несправедливость коснулась бы не только денежных средств, но и многих других вещей.
Поэтому никогда не говорите: «Мне не помогло то, что я молил Аллаха». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: либо на мольбу его ответ будет дан уже в этой жизни, либо он отвратит от него зло, равное по величине тому, о чем он просит. И третье, самое прекрасное из этих трех: либо он сделает ее запасом для человека в мире вечном и даст взамен вознаграждение. В некоторых преданиях говорится: если бы люди только видели в судный день воздаяние за мольбы, которыми они взывали, будучи на земле, и так и не получив ответа на них, то пожелали бы, чтобы ни одна их просьба не была выполнена. Можете теперь вы представить себе награду за ваши дуа в судный день? Сподвижники сказали: тогда мы будем обращаться к нему с мольбами чаще, так как мольба не превращается в развеянный прах. И пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: а Аллах дарует вам больше того, о чем вы просите. Всевышний гневается, если вы прекращаете просить его, а потомок Адама сердится, если вы часто обращаетесь к нему с просьбой. Так не просите своей нужды у людей, а просите того, чьи двери всегда раскрыты для просящего. Иногда, дорогие братья и сестры, бывает так, что мы взываем к Аллаху о чем-либо, а Господь на небесах знает, что это не будет благом для нас или принесет нам вред. Если бы Он ответил, то было бы хуже для нас в ближайшей жизни и даже, может быть, и в следующей. Например, твой сын просит разрешения пойти поразвлечься со своими друзьями, а ты знаешь, что их сопровождение не приведет твоего сына ни к чему хорошему, что они, например, употребляют спиртное или наркотики. Естественно, ты запретишь ему ходить вместе с ними, и тут он начинает умолять: «Ну, пожалуйста, я прошу тебя, отец, разреши мне пойти с ними поиграть». И как бы настойчиво он ни просил, ты будешь игнорировать его слова, потому что знаешь, какой исход от этого может быть. Ведь ты отец, ты мудрее и умнее своего сына. Следовательно, объяснишь ему, что времяпрепровождение с этими друзьями влечет за собой огромный вред. Я помню, был такой случай. Мне пришлось принять участие для того, чтобы решить эту проблему. Когда однажды мужчина, примерно 60 лет, засватал одну девушку 30 лет, или, может быть, меньше, чтобы та стала ему второй женой. И девушка согласилась. Мужчина, обрадовавшись, начал подготовку к свадьбе и к совместной жизни. Через 2 или 3 месяца после свадьбы она изменила свое мнение и начала требовать развод. Когда ее спросили, почему она хочет это сделать, заметила ли ты что-то плохое в человеке, она ответила: «Просто мое сердце не лежит к этому замужеству. Но ведь ты же, прежде чем дать свое согласие, читала намаз истихара». Но она ответила: «Я больше не хочу с ним жить». И кого только не просил ее муж, чтобы переубедили его жену. И он начал молить Аллаха: «О Аллах, наставь ее на верное решение». Его сердце привязалось к ней. Но жена настояла на своем и потребовала развод. После чего он развелся с ней, и их супружеская жизнь прекратилась. Через некоторое время ее засватал другой человек, старше ее на год или 2. Они поженились и стали жить вместе. Что же касается ее первого мужа, он очень сильно переживал за нее и за их развод, думая, что это было благом для него. А тут так просто счастье ускользнуло из его рук в другие. Прошел месяц или даже 3 недели после свадьбы этой девушки с другим мужчиной, и тут у нее появилась сильная боль в левой груди. Когда ее отвезли в больницу, то обнаружили рак груди. После длительных процедур и лечений, которые не принесли желаемого результата, ей ампутировали левую грудь. Через месяц обнаружили, что болезнь распространилась и на правую сторону. После многократных процедур пришлось ампутировать и правую грудь. Все это время ее второй муж проводил или ухаживая за ней, или возил ее по врачам и больницам. Спустя несколько месяцев после удаления правой груди и непрерывного лечения у девушки появилась новая проблема – опухоль мозга, которая привела к полной слепоте. Я лично был свидетелем этой истории, поскольку пытался примирить бывших супругов во время бракоразводного процесса. Она полностью ослепла. Затем, через 3 или 4 месяца, она скончалась.
Да помилует ее Аллах. Ее брак со вторым мужем продлился меньше года, а счастливых моментов в их жизни было несколько часов. Я говорил про себя: субханаллах, как сильно пытался вернуть свою бывшую жену первый муж. День и ночь моля Аллаха об этом. Звонил к ней до того, как она вышла замуж за другого, пытаясь вернуть ее. И я говорил про себя: субханаллах. Он говорит: «О Аллах, верни мне ее! О Аллах!» А Аллах не дает ему ее. Ведь он знает, что это вред для тебя, но ты этого не знаешь. И, быть может, вы любите то, что является злом для вас, и, быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. Когда вы молите Аллаха о чем-либо, например: «О Аллах, сделай эту девушку моей женой», или «Помоги мне заполучить эту должность», или «Облегчи мне дорогу туда-то», или «Учебу в таком-то месте». Может быть, то, что вы просите у Создателя, а Он не внимает вашим мольбам, является даже благом для вас. Поэтому никогда не говорите: «Я прошу у Него и молю Его, а Он не отвечает на мои мольбы». Третье, о чем мы с вами поговорим, это о том, что нельзя спешить с ответом на свои мольбы. Некоторые из вас делают дуа на рассвете, ожидая осуществления желания после полуденного намаза или в течение дня или двух. А ведь Всевышний сам только знает, когда наступит подходящее время для того, чтобы ответить вам. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал: «Каждому из вас будет дан ответ, если только он не станет торопить события». И сподвижники спросили: «Что значит торопить?» И он, да благословит его Аллах приветствует, ответил: «Кто говорит: я обратился с мольбой к Аллаху, но не вижу ответа», и оставляет мольбу. Будь внимателен. Не будьте из числа тех, кто спешит с ответом. В другом достоверном хадисе пророк, да благословит его Аллах приветствует, говорит: «Воистину Аллах откладывает с ответом на мольбы своего раба, чтобы продолжать слушать его прекрасные взывания». Допустим, у человека больной ребенок, и он взывает, говоря: «О милостивый, о милосердный, Ты мой единственный Господь. Не родил Ты и не был рожден. У меня нет другого Бога, кроме Тебя. Куда же мне идти? И кому мне еще обратиться? Ведь Ты вечный, живой. О Аллах, излечи моего сына». Посмотрите на эти прекрасные слова. Если бы Всевышний сразу ответил ему и излечил его сына, то этот человек прекратил бы взывать к нему снова и снова. По этой причине он откладывает с ответом день, 2 или 3, для того, чтобы продолжать слушать эти прекрасные слова из его уст. Для того, чтобы продолжать слушать эти прекрасные слова. Но, к сожалению, из-за своего невежества многие говорят: «Я уже 2 или 3 дня как прошу Аллаха, а Он не отвечает». Тогда какой же выход? Прекратить молить Его? Нет, ни в коем случае. Ты должен начать умолять Всевышнего, все больше и больше проявляя терпение, и дай насладиться Всевышнему в просьбе твоей нужды. Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, говорит по этому поводу так: «Пусть примером для такого человека послужит маленький ребенок, который нашалил и тем самым рассердил свою мать, из-за чего она выгнала его за дверь. Ребенок начинает стучать в дверь и умолять свою мать впустить его обратно, на что мать игнорирует его. И что же теперь ему сделать? Уйти из дома и блуждать по улицам, где на него может кто-нибудь напасть, причинить ему вред или убить, или же продолжать просить прощения у матери? У него нет другого выхода, кроме как продолжать просить прощения у матери. Постучать опять в дверь. Или заплакать, или сказать: «Мама моя, я раскаялся, прости меня». Если ты не простишь, куда же мне пойти? И благодаря милосердию, заложенному в сердца матерей, у нее начнет разрываться сердце из-за жалости к своему дитя. Затем Ибн Аль-Каим сказал: «И мы знаем, что милосердие и сострадание Аллаха намного больше, чем у этой матери к своему сыну». Однажды, когда пророк, да благословит его Аллах приветствует, возвращался из одного из сражений, он увидел, как в группе среди пленных детей женщины неверующих. Как обычно после битвы, есть убитые и пленные. Представьте только, кругом жара, засуха. Людям, не только детям и женщинам, а всем людям нечем утолить голод и жажду. И когда пророк, да благословит его Аллах приветствует, посмотрел на детей, он увидел среди них женщину, которая искала ребенка. И каждый раз, когда она находила грудного ребенка, она открывала ему лицо, смотрела на него, а затем возвращала его на место.
Она обходила их в поисках своего дитя. Ее грудь переполнена молоком, так что может взорваться, и ее сердце исполнено страстью к своему ребенку. И пророк, да благословит его Аллах, приветствует, смотрел на нее, как она берет в руки ребенка, смотрит на него, а затем возвращает его на место. Когда пот ее высох, печаль увеличилась. Неожиданно она увидела маленького ребенка, подняла его на руки и обнаружила, что это ее ребенок. Она прижала его к себе, дала ему грудь и почувствовала привязанность, так, как будто он часть ее. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, посмотрел на нее, а затем повернулся к сподвижникам и сказал: «Видите ли вы ее? Это женщина, которая бросилась к этому ребенку и обняла его, которая плакала. Ее кровь смешалась с его кровью, которая искала среди этих детей своего ребенка, несмотря на столь сильную жару и жажду, которая постигла их. Эту женщину постигла война. И несмотря на это, она искала своего ребенка, нашла и прижала его к груди. И пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Как вы думаете, бросит ли эта женщина своего ребенка в огонь? Если мы зажгем огонь и прикажем женщине бросить своего ребенка в огонь, как вы думаете, согласится ли она? Можете ли вы представить, как эта женщина бросает своего ребенка в огонь?» И сподвижники сильно удивились и ответили: «Нет, о посланник Аллаха! Нет! Разумно ли бросить ли его в огонь? Нет, клянемся Аллахом! Как она может его бросить в огонь? Нет!» И посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа. Воистину, Аллах более милостив к своим рабам, чем эта женщина к своему ребенку. Аллах более милостив к своим рабам, чем эта женщина к своему ребенку». Ибн Абид-Дунья упомянул, что однажды во времена пророка Мусы жил один человек, приносивший много вреда и страданий Мусе, мир ему. В один из дней он пожаловался Всевышнему на этого невежду и сказал: «О Аллах, этот человек принес мне много вреда, считает ложью твое послание и совершает неверие на каждом шагу». И тут Господь внушил Мусе, мир ему, что наказание этого человека возвращается на твое усмотрение. Если вдруг ты встретишься с ним, повели небесам, и они осыпят его камнями, или земле, чтобы она ушла из-под его ног, или жилам, чтобы они остановили кровь этого лжеца. Я возлагаю наказание его на твое усмотрение». И когда Муса, мир ему, встретил этого человека по дороге, то тот, как обычно, начал оскорблять его и религию Аллаха. И, рассердившись на него, Муса произнес: «О земля, поглоти его!» И тут земля треснула под его ногами и поглотила его по колено. Мужчина воззвал к пророку Аллаха: «О Муса, помоги мне, прости меня, я покаялся». На что Муса продолжил: «Земля, поглоти его». И земля поглотила его до колен, а мужчина продолжал взывать и умолять, а Муса продолжал взывать: «О земля, поглоти его». И так до тех пор, пока она не поглотила его до пупка, затем до груди, и пока он полностью не скрылся под землей и не умер. Тогда Всевышний Аллах внушил Мусе, сказав: «О Муса, насколько же черствое твое сердце? Если бы он обратился ко мне, то я непременно выслушал бы и простил его». Он просил прощения и взывал со словами: «Воистину, я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраиля». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Однажды Джибриль сказал мне: „О Мухаммад, видел бы ты меня, когда фараон произнес: „Я уверовал, что нет Бога, достойного поклонения, кроме того, в кого уверовали сыны Исраиля, как я брал морской ил и клал ему его в рот, опасаясь, что его постигнет милость Аллаха“». Поэтому каждый раз, взывая к Всевышнему, вы должны быть убеждены в том, что имеете дело с наищедрейшим, милосердным, богатым и всемогущим Господом, которому ничто не стоит услышать и ответить на ваши мольбы, или отвести горе, настигшее вас. Взывая к Нему, будьте уверены в том, что Он непременно ответит вам, но ни в коем случае не торопитесь с ответом на ваши просьбы и дуа. Знаете ли вы, что пророк Закария, мир ему, достиг 100-летнего возраста, а его жена 90-летнего возраста, когда и она уже перешла тот возраст, в котором можно было бы родить детей. И вдобавок ко всему, она была бесплодной. Представьте себе только, препятствие за препятствием, а ему хотелось иметь ребенка.
Но Закария, мир ему, не отчаивался и просил у Аллаха о наследнике. С самой молодости, пока ему не исполнилось 30, он взывает, затем 40, он взывает, 50, и он взывает, 60, 70, 80, 90, 100 лет, продолжая молить Всевышнего о ребенке, не теряя надежды ни на минуту. Всевышний говорит об этом. Так послушайте же эти аяты от всего сердца. Всевышний говорит, описывая положение Закарии: «Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной его рабу Закарии. Вот он взывает к своему Господу в тайне». Почему в тайне? Некоторые говорят, это более искренне. И это неправильно, потому что исключено, чтобы пророк Аллаха занимался показухой в своей мольбе. Другие же говорят, нет. Он взывал в тайне из-за той категории, к которой относится эта дуа. Если бы люди услышали то, о чем Закария просил, они бы осудили его, или бы просто выставили его на посмешище, сказав: «Тебе уже 100 лет, а твоей жене 90, и ты еще просишь детей от нее». По этой причине он взывал в тайне. И в данном аяте Всевышний упоминает нам о 4 факторах, которые, как казалось бы на наш взгляд, являлись бы причиной того, что его мольбы невыполнимы. Всевышний говорит: «Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной его рабу Закарии. Вот он воззвал к своему Господу в тайне и сказал». Это первая причина. Вторая, и сказал: «Господи, воистину кости мои ослабели». Третья причина, а седина уже распространилась по моей голове. А ведь раньше, благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня. И четвертая причина, потому что жена моя бесплодна. Итак, чего же ты хочешь? Ты достиг преклонного возраста, твои кости ослабели, сгорбилась спина, голова покрылась сединой, и ко всему этому жена твоя бесплодна. Чего же ты хочешь? Он хочет детей. Даруй же мне от тебя наследника. Субханаллах. Ты хочешь наследника, и сам только что признался в том, что по вышеперечисленным причинам ты не можешь иметь детей. Закария, мир ему, знает о том, что просьба его велика. Но в то же время он знает, что обращается к великому Господу, для которого нет ничего невозможного, который устранит любую печаль и беду, который повсюду слышит мольбы своих рабов, и на разных языках, и с разными желаниями. Посмотрите же на сборище людей во время Арафата, приехавших туда с самых отдаленных дорог, и взрослые, и дети, и богатые, и бедные, арабы и иностранцы, черные и белые, и каждый из них взывает к Аллаху на своем языке, кто-то на арабском, кто-то на английском, кто-то на китайском, кто-то на японском, урду, испанском, кто-то на персидском. И у каждого своя просьба. Этот бедняк просит отдалить от него нужду. Тот больной просит выздоровления. Кто-то притесненный просит о защите. Этот растерянный просит самообладания. Неграмотный молит о получении знаний. Неженатый просит благочестивую жену. Этот просит ребенка. Тот дом, заключенный, взывает к нему об освобождении, тонущий от спасений. И все просят его в одно и то же время. И всех слышит всемогущий Аллах и отвечает на все их мольбы. Этому прощает грехи, другого излечивает, обогащает бедняка, устраняет страх, защищает притесненного, дает просящему, наставляет сбившегося, обучает неграмотного. И все это происходит в один момент. Клянусь Аллахом, Аллах не нуждается в помощнике, чтобы помочь ему. Когда он желает чего-либо, то стоит ему сказать «будь», как это сбывается. Он является властелином всей Вселенной. Велик он и всемогущ. Ты должен знать, что когда ты взываешь к Аллаху, то обращаешься к властелину всей Вселенной, для которого нет ничего невозможного. Когда взывал к нему Муса, мир ему, прося питья для своего народа, забили из камня 12 ключей.
А когда его просил Ибрагим, мир ему, он сделал огонь для Ибрагима, прохладой и спасением. Когда к нему призывал Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, то он спустил к нему с небес сильных ангелов. Поэтому, взывая когда-либо к Аллаху, вы должны помнить о том, что призываете великого Господа, пресвят Он и велик, и что очень скоро ваши мольбы будут приняты. Вспомните Закарию. Несмотря ни на что, он прекрасно знал, к кому он обращается и с кем имеет дело. Взывая, он говорил: «Даруй же мне от тебя наследника! Даруй же мне от тебя наследника! Даруй же мне от тебя наследника!» И можете вы себе представить Закарию, чья голова покрыта сединой, молящего Аллаха в темноте ночи в своем святилище: «Даруй же мне от тебя наследника, который наследует мне и семейству Якуба, и сделай его, Господи, угодником». Он не хочет какого-то ребенка, приносящего ему затруднения, или ослушника под старость лет. Он просит о благочестивом угоднике. И тут его мольба вознеслась к небесам. Посмотрел на него Всевышний, благочестивый, благодарный, постоянно поминающий и молящий его прощения, сердце которого искренне любит Аллаха, который ставит желание своего Создателя превыше своих желаний, и сказал: «Ангелы воззвали к нему». Как вы думаете, где находился Закария, когда к нему пришли ангелы, чтобы оповестить его радостной вестью? Где-нибудь на дороге? Пустословил с людьми? Или же сидел, развалившись в кресле, распивал чай или кофе, или омывался холодной водой? Нет. Ангелы воззвали к нему. Когда он стоял на молитве, в молитвенной комнате, Аллах радует тебя вестью о Яхье. А каким должен быть Яхья? Так как у тебя, Закария, было 4 причины считать твою дуа сложно выполнимым, то мы даруем тебе наследника с 4 качествами. Аллах радует тебя вестью о Яхье. И какие же у него качества? Который подтвердит слово Аллаха и будет господином своего народа, воздержанным мужем, поклоняющимся рабом. Ты просил об угоднике, а Аллах сделал его пророком, и пророком из числа праведников. Обратите же свое внимание, что Аллах наищедрейший, дарует просящим Его свыше их требований. Насколько бы ни была большая просьба просящего, Аллах дает ему больше, чем он просит. В данном случае Всевышний упомянул о Закарии, который днем и ночью молил его о наследнике, угоднике. И что же он получил? Аллах даровал ему милость и достоинство свыше его прошений. В этом аяте он сказал: «И пророком из числа праведников». В другом аяте упомянуто об этом так: «Помяни также Закарию, который воззвал к Господу своему: Господи, не оставляй меня одиноким, и Ты наилучший из наследников». И мы ответили на его мольбу и даровали ему Яхью. Это все, что он хотел? Нет. И сделали его жену способной на это. В некоторых толкованиях говорится, что жена Закарии была очень вспыльчивой, и Аллах смягчил и исправил ее характер. То есть вместо одной милости он получил 2. А теперь давайте перейдем к другому пророку, Айюбу. Послушайте, о чем он взывал к Всевышнему. «Помяни также Айюба, который воззвал к Господу своему: воистину, меня коснулось зло, а ведь Ты милосерднейший из милосердных». Молит Аллаха об одном — излечить его от болезни. Посмотрите, чем ответил ему милосерднейший. Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло. Разве только этого он хотел? Нет. И даровали ему семью, и вдобавок еще столько же, в качестве милостыни от нас. О чем же просил пророк Юнус? Всевышний Аллах говорит об этом так: «Помяни также человека в рыбе, Юнуса, который ушел в гневе и подумал, что мы не справимся с ним». То есть он подумал, что не будет стеснен, как Всевышний Аллах сказал: «А тот, кто стеснен в средствах, он воззвал из мрака: нет божества, кроме тебя, свят ты, воистину, был я одним из беззаконников».
Он молит только об одном, чтобы Аллах освободил его из чрева кита. А посмотрите, чем ответил ему тот, кто дает намного больше, чем вы просите. И мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. Это первое. В другом же аяте говорится: «И мы отправили его к 100 тысячам, или даже больше того, и они уверовали». Когда Юнус, мир ему, разгневался на свой народ из-за их неверия, он ушел от них, а Всевышний по своей милости послал Юнуса к другим людям, превышавший по численности его собственный народ, и более того, сделал их уверовавшими. Закария, мир ему, просил о наследнике угоднике, а Господь сделал его пророком. Когда пришла к нему радостная весть о Яхье, он удивился: «Как у меня будет наследник, если моя жена бесплодна? А я уже стал старым и посидел». Аллах, свят Он и пречист, описывает это так. Он сказал: «Господи, как может быть у меня мальчик, если моя жена бесплодна, а я уже достиг дряхлого возраста?» Он сказал: «Все таки будет. Господь твой сказал: это для меня легко, ведь прежде я сотворил тебя самого, хотя тебя вообще не было». Закария, мир ему, которому так сильно хотелось иметь ребенка, попросил знамения у своего Господа. Он сказал: «Господи, назначь для меня знамение». То есть: «О мой Господь, дай мне знать о том, что моя жена беременна». Ведь иногда бывает так, что женщина оказывается в положении, сама того не зная, а в особенности, если учитывать то время, когда медицина не была настолько сильно развита, как сейчас. Но Закария не хотел ждать месяц, 2 или 3, чтобы узнать о беременности своей жены. Поэтому попросил Аллаха дать ему знать об этом сразу же, как это случится. Он сказал: «Господи, назначь для меня знамение». Обратите здесь внимание на то, что когда человек просит у Всевышнего о чем-либо, скажем так, большом, и Господь выполняет его просьбу, то он не останавливается на этом и продолжает просить у Аллаха еще больше, несмотря ни на что. И Аллах, наищедрейший, дает ему. Он сказал: «Знамением для тебя станет то, что ты не будешь говорить с людьми в течение 3 ночей». Значит, знамением для тебя, Закария, станет то, что твой язык будет скованным, и, выйдя к людям, ты не сможешь произнести ни слова, будучи в полном здравии. А посвятим мы тебя только для поминания, возвеличивания имени Аллаха и для дуа. Вышел Закария к своему народу в первый день и смог заговорить с ними. Также и во второй день, и в 3. Но когда прошло несколько дней, и он, как обычно, вышел к ним, то его язык уже не поворачивался. И Всевышний описывает это так: «Он вышел из молельни к своему народу». Посмотрите на эту связь с молитвой. Чем больше вы привязаны к молитве, тем больше вероятность того, что Аллах примет ваши дуа. Всевышний Аллах говорит здесь: «Он вышел из молельни к своему народу и дал им понять: воздавайте хвалу по утрам и перед закатом». То есть Закария, мир ему, повелел своему народу молиться, взывать к Аллаху, восхвалять и поминать его имя, как благодарность того, что Всевышний наградит их пророка наследником, который тоже будет являться пророком после него. Поэтому не считайте ваши мольбы великим делом для Аллаха, ведь для Аллаха нет ничего невозможного. Если спросишь человека: «Женат ли ты?», он ответит: «Да». «Как давно ты женат?» Он ответит: «Уже как минимум 20 лет». «А сколько у вас супруга и детей?» Он ответит вам, что женат уже давно, а детей Аллах ему так и не даровал. И тогда вы советуете ему молить Всевышнего о том, чтобы он даровал ему потомство. А этот человек отвечает: «Да, но ведь врачи говорят, что мое положение безнадежно». Субханаллах. Если ты отчаялся в возможности врачей, неужели это все? Неужели ты потерял упование на того, кто сотворил тебя из ничего? Ты взываешь к тому, для которого нет ничего невозможного. Я хочу рассказать вам одну историю, имеющую место в реальной жизни. А тот, кто рассказал ее, это мой коллега и друг-преподаватель средней школы Южного региона. Он сказал мне, что у них в школе учился один мальчик, которого Аллах испытал слабостью зрения, и ему нужно было носить очки, очень толстые очки, чтобы видеть хотя бы немного. Этот мальчик был благочестивым, знавшим наизусть весь Коран, и ко всему этому начавший учить по памяти оба сахиха, Бухари и Муслим. Смотря на него, человек ощущает набожность.
и все величие служения Аллаху. И по нему видно, что он набожный и любит Аллаха. Однажды этот мальчик поехал вместе со своими друзьями совершить умру, малое паломничество. Во время обхода Каабы его товарищи по очереди держали его за руки, чтобы тот не потерялся в толпе и чтобы с ним ничего не случилось плохого. И когда он из-за плохого зрения сталкивался с женщинами, которые прикрикивали на него, думая о нем плохо. А он, бедняжка, почти ничего не видел. И вот, когда они уже совершали бег между холмами Сафа и Марва, этот мальчик сам устал и утомил всех своих друзей, которые начали уже говорить ему: «Пусть теперь тебя держит тот-то». А другой отвечал: «Нет, я уже держал его. Пускай теперь это делает кто-нибудь другой». И тут он обратился к одному из них, спросив: «Есть ли здесь поблизости вода Замзам?» Тот ответил: «Да». Поблизости стояли контейнеры с водой Замзам. Мальчик попросил друга подвести его к одному из них, и тот сделал это. Затем его товарищ рассказывает: он взял стакан и начал нащупывать рукой то место, откуда можно налить воду. Затем сам налил себе воды в стакан. А нам известно, что в воде Замзам содержится исцеление от всех болезней. После чего его друг сказал, он поднял голову и начал взывать к Всевышнему: «О наищедрейший, о всемилостивый, о величайший из всех великих, я твой слабый и беззащитный раб, ты мой Господь. Так кому же ты меня вверяешь? Ты мой Господь, ведь у меня нет другого Господа, чтобы прибегнуть к Нему. И если ты мне не дашь то кто это сделает? К кому, как не к тебе, мне еще обратиться, о Господи?» Он еще долго молил Аллаха о чем-то, а я стоял и ждал, когда он закончит, чтобы взять его за руки и закончить бег между Сафа и Марвой. И в конце своего дуа он попросил: «О милостивый, о щедрейший, я взываю к тебе и молю тебя, чтобы ты вернул мне мое зрение». Затем сказал «Бисмилля» и выпил державший в руке стакан. После того, как он выпил этот стакан, он поставил его на пол, снял свои очки и ударил ими об пол, воскликнув «Аллаху Акбар». Я сказал ему: «Прошу тебя, что ты делаешь? Ты в очках, и мы устали с тобой. А как же, если ты будешь без них?» На что он ответил: «Господь мой вернул мне зрение». Я спросил: «Что? Сколько здесь пальцев?» Он ответил: 7. «А сколько сейчас времени?» Он ответил: 9. И я убедился, что Всевышний Аллах полностью вернул ему зрение. И если бы эту историю мне не рассказал его преподаватель лично, то я не упомянул бы ее. И эта история удивительная. Люди не будут обращать внимания на то, если я буду приводить что-либо из историй, потому что они могут это найти в книгах. Но я привожу реальные истории, которые удивляют людей. И если бы он не рассказал мне о ней, и я знаю, что он просит своего Господа, который мощен над всем, дуа делает с людьми чудеса, но только не торопитесь с ответом на свою мольбу. Пророк Муса, мир ему, в своих мольбах проклял фараона, который не только употреблял вино, был тираном или говорил, что является пророком или ангелом. Нет, он перешел все дозволенные пределы, сказав людям: «Я ваш высочайший Господь». А что может быть хуже этого? И тут Муса, мир ему, поднял руки к небесам и начал взывать. А пророк Харун, мир ему, стоял рядом и говорил «Аминь». Значит, проклинал фараона, а дуа читали два пророка. Посмотрите же, как Всевышний Аллах описывает нам это в Коране. Всевышний Аллах говорит, упоминая мольбу Мусы, мир ему. Муса поднял руки и сказал: «Господь наш, Ты даровал фараону и его знати в мирской жизни украшения и богатства. Господь наш, они сбили других с Твоего пути. Господь наш, уничтожь их богатство». Харун сказал «Аминь». «И ожесточи их сердца». Харун сказал «Аминь», чтобы они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания. И Харун сказал «Аминь». После чего дуа возвысилась к небесам, и Всевышний Аллах сказал: «Ваша молитва принята, ваша молитва принята». А знаете ли вы, когда Муса, мир ему, увидел ответ на свою мольбу? Ибн Касир в своем толковании сказал, что Всевышний ответил Мусе на его дуа только через 40 лет. Почему через 40? Не спрашивайте об этом. Аллах говорит: «Взывайте ко мне», и Он обещал нам: «И я отвечу вам». А когда Он ответит? Сегодня,
через день, через неделю или через 10 лет, не знаю. Но мы должны помнить о том, что Аллах мудрейший. И раз Он ответил ему через 40 лет, значит, так и должно было быть. Не через 39 и не через 41, а именно через 40 лет. Ведь Аллах знающий. И ничего не делает просто так, свят Он и велик. Кто знает, может Он хотел увеличить вознаграждение Мусы за его терпение, или еще больше испытать народ, чтобы их удостоить награды, или выставить доводы против фараона. Мы этого не знаем, но мы должны знать точно, что именно столько лет понадобилось, и по-другому никак было нельзя. Поэтому не спешите с ответом и никогда не говорите: «Моя просьба слишком велика, чтобы просить об этом у Аллаха». Нет, продолжайте молить. Продолжайте молить Его об этом днем и ночью. Проявляйте настойчивость и помните, кто усердно стучит в дверь